Здравствуйте! В эфире программа «Интервью», и сегодня у нас в студии министр по делам молодежи, физической культуры и спорта, он же олимпийский чемпион Хасан Бароев. Хасан Махарбекович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну итак, карьеру спортсмена применяли на карьеру политика. Сейчас вы возглавляете министерство, и многих удивило, наверное, может быть, шокировало такое решение, все-таки назначить вас и сменить Рустема Келихсаева, потому что все привыкли к нему на посту министра за столько лет. Вы как отреагировали на такое предложение? Сразу ли согласились? И вообще, как это было, волнительно было вступать на такой пост? Ну, конечно, этот этап смены такой, да, будем говорить, перемен таких в жизни, он на самом деле, в принципе, очень был для меня интересен и приятен. С большим удовольствием принял тот вызов, который мне предоставили, и капли по сей день об этом не жалею, потому что за этот практически уже буквально время так летит. Скоро уже будет как год. Очень сильно повзрослел, не стесняясь этих слов, в каких-то направлениях очень даже, будем, поумнел, где-то добавил, где-то, в общем, вся картинка на сегодняшний день она мне нравится. Поэтому я рад, что сегодня я возглавляю такое замечательное министерство. Но не страшно было все-таки занимать такой пост? Ответственность большая на вас, молодежь вся на вас. Была, потому что, придя в кабинет, первый день на работу, там, второй, третий, неделю, это же что-то новое, и на самом деле, если бы я на тот момент мог себе представить, насколько это все масштабно и крупно, то я думаю, я бы, наверное, перегорел и сгорел бы, наверное, в тот же начальный период времени, да, когда начал работать. Но слава богу, что это все постепенно, с каждым днем, с каждым месяцем я это все потихонечку принимал, переваривал, и теперь сегодня с уверенностью могу сказать, что да, это огромное, большое, замечательное министерство со своими организациями, подведомственными школами, которые проделают огромную, колоссальную работу, что в сфере молодежной политики, что и в области спорта. И сегодня я уже более такой окрепший, но уверен, что есть чему еще учиться и к чему стремиться. Если говорить о работе всего министерства, у вас несколько направлений, у вас молодежная политика, и акцент делаете наверняка все-таки на спорте, потому что, наверное, Минмолспорта и здесь для Северной Осетии развитие спорта, оно максимально важно. Это абсолютно неправильно. Когда я только начал работать, я как спортсмен, как олимпийский чемпион, вся жизнь у меня в спорте, и как ни крути, кажется, спорт он ближе, да, там легче сказать, министр спорта, да, там молодежку, грубо говоря, там забываю. Кто бы и не вспомнил бы или забывал. И Рустем мне всегда Казбекович говорил: Хасан, это не министерство спорта, это сначала министерство по делам молодежи, а потом спорта. И как бы и сегодня я полностью с этим согласен. Те мероприятия, та работа, которая должна проводиться в области молодежной политики, она гораздо сложнее, тоньше и капризнее, нежели сама непосредственно спортивная тематика. А молодежка — это вообще нечто иное. Это с утра до вечера общаться с молодежью, это вникать, подстраиваться под нее, выслушивать и каждого мнения, как-то это все перекручивать, в итоге какой-то итог выдавать, к чему-то прислушиваться, выезжать в районы, приезжать на крупные соревнования, там идут какие-то конвейеры, там студ весна и тому подобное, и ты все время мнения разные, то есть целая история, она очень приятная, но она очень капризная, к которой нужно относиться непосредственно с большим вообще таким чистым сердцем и открытой душой. Поэтому сначала идет молодежь, потом идет спорт. Молодежная политика в Северной Осетии, особенно последние годы и за время существования Министерства по делам молодежи, она очень сильно развивалась. И создано немало организаций, в том числе там Союз пионерских организаций у нас есть, волонтеры, стройотряды и так далее. Да, очень много организаций. Есть еще два форума, о которых я, естественно, не могу не сказать. Машук, Селигер, на которых мы всегда успешно выступаем и всегда привозим деньги. Но в этом году точно так же, как и в прошлом, будет большой такой строгий отбор участников Машука. Строгий. Он будет еще строже. Это уже и мое решение после совещания полпреда, так как, правильно тоже заметили, на Машук непосредственно приезжают уже
практически неподготовленные люди. А чтобы они были подготовлены, мы в этом году проведем здесь мощнейший конвейер. Мы пригласим специалистов. Это и до этого все делалось. Но в этом году мне непосредственно хочется самому поучаствовать практически от и до. Каждый день поприсутствовать на проектах, чтобы люди, специалисты, научили писать проекты. Чтобы человек, который не знает, но у него есть возможность заработать, защитить, да, свой проект, он же должен его научиться написать. Поэтому для этого специалистов пригласим, которые будут непосредственно этому обучать. И из этого я сразу говорю, что можно и 50-60 человек вести. Смысл их вести, если люди, не имея каких-то хороших проектов. Мы лучше отвезем 15-20 человек с хорошими, классными проектами, которые будет приятно там показать, которые бывает приятно там отстаивать, защищать. То я считаю, это качество. А теперь, переходя к творческой, наверное, составляющей, Министерство по делам молодежи курирует, помимо всего прочего, «Студ-весну» и «Дельфийские игры». Всегда успешно выступали, особенно в номинациях «Вокальное исполнение», «Народный национальный танец». Да. Всегда успешно выступали. Собственно, сохраняем эту тенденцию, и как в этом году? Что-то новенькое намечается? Намечается, с этим тоже как бы пытаемся бороться, хочется, чтобы, ну, с каждым годом добавляли, чтобы что-то менялось, появлялись. У нас очень, на самом деле, и вправду много талантливой, да, молодежи, это абсолютно не секрет. И мы хотим добавить это инструментальный конкурс, потому что мы, когда проводим мероприятия, то многие говорят, да, вот поют прекрасно все, но есть же еще люди, которые играют, кто-то шикарно играет на гармошке, кто-то играет шикарно на скрипке, кто-то на флейте играет, там, кто-то на барабанах. То есть такой формат мы тоже хотим поприменять, потому что я уверен, и в этом направлении у нас тоже уйму замечательной молодежи. А теперь говоря о спорте. Спорт – это немаловажная составляющая работы министерства, и здесь, наверное, важно не только олимпийские виды спорта, не только спорт высоких достижений, сколько массовый спорт, потому что уже и федеральное руководство говорит о том, что России необходимо популяризировать спорт, необходимо привлекать молодежь и так далее. Что у нас в этом направлении? Удается ли привлекать все больше людей? Потому что я помню, пик был в период окончания Олимпийских игр, тогда все хотели заниматься спортом, особенно зимними видами. Сейчас сколько ребят занимаются? Вот зимними это, конечно, опять-таки же это телевидение, красивая картинка, все болеем. Буквально недавно провели Олимпийский день по зимним видам спорта. Это опять-таки же наша ностальгия, наша память, то, что осталось с нашего Сочи. И много писем приходит до сих пор, хочу биатлоном заниматься, я хочу санным спортом заниматься. Ну, извините, в феврале месяце, когда плюс 25 за окном, ну какой биатлон, да, ну все понимаю, желание это превыше всего, ну, как бы какие-то климатические условия, если бы позволяли у нас, я уверен, чтобы что-то бы у нас, ну, не могло не быть где-то в каком-то виде зимнем. Если далеко уже не ходить, буквально за 5 лет, посмотрите, как у нас дети уже выросли. Это и хоккей, и фигурное катание, то есть уже там двойной, тройной тулуп пытаются дети прыгать. То есть и в этом даже, ну, как бы талантливые, да, просто нет чуть условий. Поэтому приходится активно уделять внимание и именно непосредственно те виды, которым мы можем показывать результат, это летний. И на сегодняшний день их у нас очень много, и это и есть хорошо. Ни один регион, я вам говорю, что, не говорю уже о СКФО, уже будем говорить о более крупных городах, не имеет столько направлений видов, не имеет такой результат по медалям. Там в прошлом году сам министр спорта Мутко вручал награду. Наш регион занял первое место среди всех субъектов федерации. До 1 миллиона человек первое место занял по численности занятий спорта, по результату, по общему своду результата. А среди всей страны занял 11-е. То есть, конечно. Потрясающие цифры. Ну, это очень хороший результат, конечно. То есть там, грубо говоря, такие регионы, как Екатеринбург и так далее, мы их обошли, которые там по 3-4 миллиона имеют население. Да, там впереди там Москва, там еще кто-то. И это же все за счет
непосредственно своих воспитанников. Другие регионы, я сам тоже через это прошел, там где-то Москву представлял параллельно и так далее. А это же все наше, это же наши все дети, и это не должно нас не радовать. И с каждым годом все это разрастается и разрастается. Это что связано не олимпийских видов спорта. Я и никто не имеет права их убрать в сторону или запретить и сказать, да, это не олимпийский. Как не олимпийский? Ну, заходишь в зал, там занимается по 100, по 150 детей, и это тоже хорошо, и их тоже мы должны поддерживать. Но чуть-чуть, да, сложная ситуация сегодня, но опять-таки же по мере возможностей внимание будем уделять однозначно. Но мы знаем, что популяризация видов спорта разных, особенно среди детей, она идет очень активно, в том числе и путем создания спорткомплексов в районах. А последнее время, вот буквально совсем недавно открывали спорткомплексы в Нагире и в Ардоне. В Алагире. Вот, собственно, эта программа, госпрограмма федеральная. Здесь нам дают деньги, и мы строим большие такие залы. Я помню, вот эти оба зала, они огромные и полностью обеспеченные. Что дальше? Где еще планируется, возможно, открывать? И те спорткомплексы, которые работают, они полностью или загружены? То есть... Ну, слава богу, у нас, я же говорю, сколько ни строй, всегда будут загружены. Есть регионы, миллиардные проекты. Я такие даже могу, там, это... В Калининграде, там 1,5 миллиарда проект, такой спорткомплекс отгрохали. Он второй год у них пустой. То есть, я же говорю, нам где не построй, где не поставь, он буквально там запустили, там свисток дали, и все залы с утра до вечера они заняты. И это тоже есть хорошо. В 2015 году, в этом году планируется завершить объект, это в Моздоке. Там довольно тоже универсальный крупный зал. Надеемся, что с Божьей помощью все хорошо закончится для нас и для всех, и зал будет построен. В Беслане планируется в этом году еще один зал. Спорткомплекс, тоже будет сдача в этом году. В этом же году планируется конно-спортивная школа, должна уже будет сдана. Это в Заводском, где буквально я ездил сам недавно, вот, ну, посмотрел вообще ситуацию. Там уже, в принципе, сам ангар готов, площадка. Там осталось в этом году достроить административное здание. И я думаю, что такого, ну, в стране, может быть, конно-спортивного крытого манежа нигде не будет. Здесь можно проводить, наверное, судя еще с нашими погодными явлениями, какая зима в этом году, можно проводить круглогодичные сборы для сборных команд. И для этого у нас все условия позволяют. Я думаю, что в ближайшем времени, дай бог, там построим еще там 1-2 зала, там единоборцы и так далее, то мы в полном праве. Я объездил всю Россию и весь мир. Я побывал на кучу разных базах и тому подобное. Если мы тут создадим чуть какие-то условия, я думаю, что это будет одно из лучших мест. Вообще разницы нету. Борец это или штангист, или там легкая атлетика. То есть если создать условия, лучше не будет. Отсюда никто уезжать не захочет. Ну, хочется в это верить. Очень Будем радужная стараться. перспектива. Будем стараться. Вот у меня такой вопрос, когда открывали спорткомплекс в Нагире впервые, да, в такое село, и первый раз построили там, наконец, спорткомплекс, на открытии Артур Таймазов тогда сказал, что когда он начинал заниматься борьбой, условий не было никаких. И ему и его товарищам приходилось тренироваться чуть ли не в школьном кабинете, просто они уносили парты и прям вот в кабинете и занимались. И он тогда так пошутил, сказал, что чем хуже условия, тем лучше результат. Вот как вы думаете, так это или нет? И улучшится ли сейчас результат у нас? Он, в принципе, в какой-то степени тоже прав, может быть, потому что я через это тоже прошел. Мои первые позывы и вообще первые шаги, они были сделаны в зале 3×4. И посередине вот такой столб, это бывший шахматный клуб на Ленина. Там фехтование, по-моему, до этого там, в 90-е годы было. Вот в этом зале я прозанимался без душа и вообще там без окон, без дверей порядка там 2-3 лет. То есть тоже знаю эту систему, откуда кто как и есть, да. А на сегодняшний день, слава богу, условия, не секрет, не буду врать, очень замечательные, шикарные современные спортивные залы, где сегодня и вправду ребенок может достигать каких-то очень таких замечательных высот. Но это, конечно, результат в целом, это
И тренерское, конечно, отношение, и все тому подобное, это все входит в один вообще показатель одного результата. Ну, я Ну, думаю, очень бы хотелось бы, чтобы те дети, кто в эти залы вступили, чтобы через какое-то время они радовали и Артура, и всех вообще в нашей республике. Но учитывая то, с каким рвением они занимаются, я думаю, очень скоро мы можем ждать их уже на таких больших турнирах. Хочется верить в любом случае. Будем молиться. И вопрос такой вот, мы сейчас затронули тему спорта больших достижений. 1,5 года до Олимпиады в Рио, кто нас может представить, Северную Осетию, на кого мы делаем ставку и в каких видах спорта вот ждем медалей все-таки? Че лукавить, да, и что-то около да около. На сегодняшний день, конечно, в данный момент, несмотря на то, что сам представитель греко-римского стиля, да, и там что-то когда-то тоже удостоилось каких-то медалей достичь там на Олимпийских играх. Ведущие виды, это, конечно, у нас непосредственно это штанга и вольная борьба. Это мы сейчас берем по итогу последнего года-двух. И хотелось бы, чтобы к ним непосредственно подключилась, конечно, это и греко-римская борьба, потому что такие имена, как Хугаев, Тотров, уже опытные борцы прошли, которые уже огонь и воду, и повидали, и слышали звон тоже олимпийских медалей. Это фехтование, который сегодня Аида тоже набирает форму. Ближайший чемпионат России у нас будет здесь в апреле во Владикавказе проходить. Поэтому я думаю, что состав должен сформироваться. Здесь буквально вчера разговаривал наш земляк Кабалоев Заур. Он буквально там года 3-4 назад уехал по каким-то таким проблемам, соображениям в Саранск, Мордовию, там, в связи с какими-то проблемами. Но на сегодняшний день он возвращается к нам обратно. Это представитель греко-римского стиля. И он реально явно один из претендентов тоже на попадание в олимпийскую команду. Поэтому косяк должен быть, ну, плюс-минус, надеемся, там 8-9 человек. Ну, сложно говорить, 1,5 года такой срок, что кто-то будет попадать за месяц, кто-то будет попадать за 2. Да и это спорт, в любом случае травмы тоже не... Ну, конечно, самое главное, чтобы не было травм. Конечно, самое главное, чтобы не мешали травмы. Ну, вопрос такой, я его наверняка не могу не задать. Все-таки все верят, все надеются. Мы можем увидеть Хасана Бароева на ковре в Рио? Потому что у нас был прецедент, когда Александр Зубков возвращался, заняв министерский пост, вернулся в большой спорт, завоевал олимпийскую медаль. Вот почему бы не повторить? И не одну, а 2. 2. Да. Еще и чемпионат мира выиграл. Ну, я и с Зубковым как бы на эту тему разговаривал. Просто у Зубкова там была такая тоже ситуация неординарная, что он и в принципе не собирался тогда бросать спорт. У него там были проблемы какие-то в плане федерации и таких отношений, что его сподвигло оставить. И, короче, целая история. В плане меня, ну, скажу так, что все бывает. И опять-таки же, если там в Рио запланирую ехать, то мне придется брать, наверное, полный свой отпуск заслуженный и использовать его с первого дня до последнего. Я думаю, что 45 дней мне хватит на поездку в Рио и вернуться обратно. Поэтому... Работе это, конечно, не помешает, я уверена, потому что в любом случае, мне кажется, даже рады будут вас отпустить, тем более вот по такой причине. Но вопрос в чем? Хасан Бароев сейчас тренируется активно, и готов ли он? Форма какая? Ну, конечно, не как в 21 год. Ну, форма неплохая. Сейчас после вашего интервью еду в спортивный зал, и что я делаю, в принципе, каждый день. У меня режим, в принципе, такой же, как и был в обойме. Конечно, объем тренировок не такой, потому что и вправду работа настолько интересная, что затрачиваются сил приличное количество. И когда приходишь домой, ты понимаешь, что как ты устал, а в принципе, да, там думаешь, елки, вот я боролся там, тренировку делал, там, зарядку делал, потом вечером штангу тягал, еще что-то, и так не уставал. А тут вроде штанги носить не а надо. Тут штанги вроде носить не надо, да, устаешь не меньше. Если говорить об неолимпийских видах спорта, сейчас вы говорили как раз о том, что развивается хоккей, развивается фигурное катание, открылся корт, который тоже очень многие посещают.
Что дальше? Вот на какие виды мы можем сделать акцент? Там горные лыжи, например, я не знаю, да? То есть понятно, что лыжи обычные у нас не смогут развиться. Ну да, их сложно где-то вообще развивать. Но горные лыжи у нас существует секция в Цейском ущелье. Детская школа существует, а более как взять профессиональную, ее сложно там развивать, да, в этом плане. Вот, хотелось бы, честно, я зимние виды обожаю. Биатлон это вообще моя слабость. Я за биатлон могу рассказать больше, чем, наверное, за борьбу. То есть это мне вообще недалеко. Если бы у меня сейчас бы тут биатлонный центр какой-нибудь был бы, я бы, наверное, совмещал бы министра и какую-нибудь такую должность. Помощника директора, что-нибудь такое, да. То есть это вообще моя такая тема интересная. Ну вот как раз если такая история, если такая любовь к биатлону, сына бы отдали на биатлон? Далеко, возможно, в Ханты-Мансийск, например. Отдал бы, почему бы нет. В хорошие руки у надежного тренера. Биатлон это один из самых, я всегда говорю, лошадиных видов спорта. Я не могу опять не затронуть эту тему. Большой спорт — это всегда большие деньги. Я не имею в виду, естественно, борьбу, я имею в виду футбол, например, да, и мы знаем, с какими проблемами столкнулась республика. Очень долго мы солили эту тему, очень долго пытались вытащить Аланию, не получилось, и теперь у нас, по сути, есть Алания, состоящая из очень молодых своих футболистов. И мы все прекрасно понимаем, что проблема здесь наверняка в развитии детского футбола. Вот что делается в этом направлении, как мы можем воспитывать собственных футболистов, чтобы они потом не уезжали, потому что все уезжают. Мы очень многих знаем, которые играют в российском чемпионате. Правильно. У нас на сегодняшний день, да, такие две детские школы крупные. Это у нас «Юность» и «Спартак». Объем посещаемости детей, он и там велик. И дети сегодня занимаются, школы функционируют, то есть работа проводится, тренера работают с детьми. И когда стал вопрос, проблема с Аланией, основной командой, то правильно пошел акцент на эти школы. А для чего они теперь тогда нужны? Детей воспитываем, а где им, куда им стремиться, на кого быть там похожим. Вот там я тренируюсь, а вот завтра что? Я завтра хочу в эту команду. И поэтому на сегодняшний день решило руководство поддержать нашу Аланию Д. Выделяют небольшие средства на нее для ее содержания, для их сборов, для их выступлений в чемпионате. Это все взаимосвязь, и это очень правильное решение, так как детский спорт, он на этом заканчиваться не должен. Футбол должен развиваться, тем более в республике, которая так сильно его любит. Но если уходить опять-таки от темы футбола, финансовые проблемы возникли в прошлом году не только у Алании, но и у Иристона, у волейбольного. Там, наверное, все проходило намного тише, чем с Аланией, без судебных исков огромных, но все-таки проблема была в том, что у Иристона недостаточно было денег, чтобы заявиться на чемпионат. Потом ее все-таки вроде решили. Вот сейчас что с Иристоном, кто финансирует команду, все ли у них есть? Иристон непосредственно, да, сталкивались с проблемами, которые на тот момент руководство республики нашли решение этой проблемы и проблему решили. На сегодняшний день от проблем мы никуда не уходим. Сегодня есть какие-то буквально, да, небольшие там проблемы в плане волейбольной команды. Там и с выездами бывает, но какие-то выходим решения, где-то закрываем. Пытаемся все сделать для того, чтобы клуб существовал и выступал достойно. Я уверен, что в ближайшее время все устаканится и наш волейбольный клуб будет в обойме. Но вот несмотря на все проблемы, особенно финансового характера, вот вы как раз говорили об этом, Северная Осетия в этом году примет два крупных турнира. Турнир по конному спорту и турнир по фехтованию, причем уже второй раз. Чемпионат России по фехтованию. Как мы к ним готовы? И вот основные раскладки, что, где, когда и как мы готовы к этому? Фехтование – это ближайший турнир. Он пройдет у нас с 12 по 19 апреля. Будет проходить, да, около практически неделю. Готовимся в полном объеме. Суета уже сама начинается. Идет подготовка с утра до вечера. То есть уже готовимся к этому чемпионату. Ждем всех лидеров? Да, безусловно, будут все лидеры выступать. Наши в первую очередь. И плюс, конечно, сборники будут все. Конный — это будет у нас один из таких европейских кубков рейтинговых. Опять-таки, надеюсь, что к тому времени уже манеж крытый примет этот этап. Он будет у нас
конец октября, начало ноября. Тоже приедут, я думаю, что и наши все звезды нашего конного спорта будут выступать. Ну и плюс мировые лидеры. В любом случае, присутствие в Северной Осетии таких известных спортсменов, что в фехтовании, что в конном спорте, что в борьбе, что в тяжелой атлетике, мне кажется, провоцирует вот такой большой всплеск интереса к этому виду спорта, а это нам жизненно необходимо. Чем больше людей занимается спортом, тем, наверное, ваша работа тоже успешнее. Ну и в завершении у меня один такой вопрос. Вот Рустем Келихсаев возглавлял министерство 10 лет, со дня его основания. Теперь его место заняли вы, а Рустем Келихсаев пошел выше, пошел в вице-премьеры. Пойдете по его стопам, останетесь в политике? Ну, знаете, время все расставит. Может быть, через полгода, через год я не буду соответствовать своей должности, может быть, не будут гореть глаза в том или ином направлении, или сам встану, скажу, извините, мне не нравится или тому подобное, что это маловероятно, да. Но опять-таки же моя работа, мое отношение к делу и вообще ко всему, к общему, наверное, покажет, достойный этого места, да, там, этой должности или нет. Поэтому и сказать, что все в моих руках, это тоже будет правильно, потому что, в принципе, очень много зависит от меня. Ну, я думаю, учитывая то, что каждый раз, на каждом мероприятии, которое проводит министерство, мы видим вас, мы понимаем, что вы общаетесь и с прессой, и с молодежью, и с теми, кому, наверное, ваше внимание очень нужно, учитывая то, что вы для них пример, пример успешного человека, успешного спортсмена, успешного политика. Я думаю, ваше общение с молодежью, оно как раз-таки и станет тем ключом, в том числе вместе с остальными, которое поможет развивать спорт у нас. Будем стараться, и непосредственно у меня, конечно, огромное желание и именно видение в этом направлении. Удачи вам, потому что сейчас подготовка и работа в развитии спорта очень большая нужна, поэтому удачи вам еще раз и веры в вас, молодежи. Вот так. Спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был олимпийский чемпион, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гагиева. Всего доброго и до встречи.